Тюркемесь, Отечественный Гуреш, Гажанешьос. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о пламенном, революционном удмуртском поэте Данииле Майорове. Даниил Майоров – фигура яркая на небосводе литературы нашей Удмуртской республики. Без его стихов, наверное, думаю, представить те общественные изменения, которые были после осени 1917 года на территории нашей Родины, было бы очень затруднительно. Даниил Майоров родился 15 декабря 1889 года в знаменитой деревне Вылы-Эгра, Верхняя Игра, нынешнего Граховского района Удмуртской республики. Эту деревню иногда называют Пуклёв. Эта деревня очень известная в истории Удмуртии, в истории удмуртского народа. И по сей день мы знаем, что оттуда родом Михаил Гаврилович Атаманов, переводчик Библии, полной Библии на удмуртский язык, ученый, писатель, языковед, священнослужитель. Мы знаем, что из деревни Вылы-Эгра был родом Никифор Корнилов, белогвардейский подполковник, написавший шедевр удмуртского песенного творчества «Здесь душу видно кошкит парохода пукшиса». Ты сказал «до свидания» и, сев на пароход, ушел. Это песня «Реквием», чрезвычайно популярна в удмуртском народе. Деревня Верхняя Игра – это населенный пункт весьма знаменитый в истории и культуре Удмуртской республики. Из бедного рода был Даниил Афиногенович, Данё, как называли, видно его. Без школы, без ничего, самоуком, как говорится, он уже к 14 годам писал, читал, ну и работал, батрачил у своих крепких мужиков, как их говорили, а потом называли кулаками. В семье, значит, их было 4 детей. Старший Гавриил, потом Егор, вот Даниил наш шел, и младший был Семен. В земской школе он пытался учиться, Даниил, но не удалось. Надо было работать, зарабатывать. И что самое интересное, вот именно в те времена сформировался характер, видно, Даниила Майорова. Он был, да и другие, говорит, братья такие же были, род у них, он был взрывного характера. Вспыхивал тут же и мог сделать то, что потом иногда приходилось жалеть. И на язык эта семья была весьма остра. Язык у них очень жалистый, видно, был, и очень сочный. И не просто язык, а иной раз и оружие. Потому что жили бедно, и чтобы сохранить свои достоинства, видно, приходилось защищаться. Он не любил где-то прятаться, где-то держать свое мнение. Он всегда был открыт. Подлецов называл подлецами, врагов называл врагами. Вот. Какой-то, видно, народной дипломатии и основ у него было мало. В 1912 года наш Даниил Майоров оказывается в Туркменистане. Надо было зарабатывать. Я знаю, что вот эти верхнеигринские, в частности, тот же Никифор Корнилов, в будущем потом он видный общественный деятель Удмуртии, с большевистской ее стороны, а потом и белогвардейский подполковник, потом он стал, с подвижником Молчанова, командира Ижевско-Воткинской дивизии. Они как-то, видно, гамузом уходили в Среднюю Азию на заработки и работали на Туркестанской дороге. И вот там же, в Ашхабаде, оказался наш Даниил Афиногенович. Потом в Коканде он работал на железной дороге. Видно, заработки на железной дороге были хорошие. В 1918 году, но до 1918 года, надо сказать, что с 1917 года он записывается в пролетарский добровольческий отряд, который весомую поддержку оказывал Красной армии в Коканде. Они, видно, занимались экспроприацией богатеев, местной знати. В Коканде, в Ашхабаде, видно, Даниил проникся чувством силы красного движения, большевистской в первую очередь. И вот уже практически к 1918 году он вернулся на родину, уже духом весь большевиком.
и начал работать наборщиком в газете «Гудери» «Гром» в Елабуге. Типография была Елабужского, у исполкома, уездного исполкома. И он быстро продвинулся, его все зауважали, он человек спорый был, быстрый очень. Работать он умел и схватывал все, видно, на лету. Очень хорошие характеристики того времени есть, их можно зачитать. А в 21 году газета переехала в Ижевск, вот с газетой вместе Даниил Майоров тоже переезжает в Ижевск. Тут он, значит, вкусил всю сладость, как говорится, первых публикаций, первые пьесы у него пошли на сцене. И он начал писать стихи. Знаете, вот его стихи – это отдельная страница в истории удмуртской литературы, истории литературы Удмуртии. Это стихи у него были настоящими поэтическими манифестами новой жизни. Он практически приравнял свое перо к штыку. И в этом ряду проводников новой жизни, ее поэтических толкователей, Даниил Майоров стоит совершенно отдельно. Потому что, будучи всей душой и всем телом, так сказать, находясь на большевистской платформе, он весь мир, удмуртский мир, заставлял крутиться именно по ее установке. Это был ярко выраженный поэт-коммунист. Нет, лучше сказать поэт-большевик. Потому что до коммунистических высоких идей, наверное, ему все же не было времени. Вот это марксовские капиталы Фридриха Энгельса и другие, третьи статьи Владимира Ильича Ленина. Он много работал, очень много работал. Писал пьесы, писал поэтические произведения. Вот «Зарник речь», стихотворение удивительное. «Мон зарник речь ме башти, эрик крыжан ме кырджаны». Перещеслы пинал яслы, так рдян ме валдыны. Монтуртишко коткиннеше кутумзе сайкатыны, монтуртишко сослещулами сешунтыны. Дословный перевод. Я взял в руки золотые гусли, кресь, чтобы петь свою песню свободы среди юных и среди пожилых, чтобы спеть эту песню. Я стараюсь их пробудить от тяжелого сна. Я стараюсь у каждого сердце обогреть. Выводите упругую песню, мои золотые дети, пойте свободным голосом, забытому, потерянному в краю. Он всей душой своей любил свой родной удмуртский народ. И так хотел, чтобы он среди других народов был вровень. Это ему во многом удавалось. И вот его стихотворения, манифесты, они гремели звонкой медью, и поднимали народ. Читатели очень любили его, потому что он говорил простым, совершенно понятным языком. Вот, в частности, стихотворение такое: «Я майор, я бедняк, у меня такой манер, я нищ, я беден, но сердце чисто, большевиков душевно признаю роднёй, а вас, крестьян, призываю на подмогу, и, друг крестьянин, тебе мое обращение, кто беден, как я, запишись, большевики». То есть он бил в лоб, без экивоков, влево-вправо. Наверное, его была правда такова. Он очень дружил с Иваном Дядюковым, они оба были не очень грамотные люди. Иван Дядюков его называл чужирщё, желтоволосый. Так шутя, любя по-дружески, наверное. Иван Дядюков, известный удмуртский поэт-трибун, прозаик. И вот они дружили и очень хорошо понимали друг друга. Извечная его мечта была у него такая, конечно, он родился ведь в бедной семье, у него было все вот как-то вот основать свое жилье, чтобы дом был, семья, дети, наверное, ему хотелось. А приходилось перебиваться в холоде, в частных квартирах, иногда и в голоде, наверное. Но у него уже начиналась новая жизнь, но у него тут что-то пошло непонятное в редакции самой газеты. Начали приходить люди чрезвычайно образованные, со столичным образованием. С ними рядом, конечно, Даниил Майоров проигрывал. Одной лиры большевистской тут не хватало. Нужно было образование. Ну, говорили потом Аркадий, в частности, Клопуков, что какие-то националисты, редактора его начали третировать. Но Даниил Майоров
за время своего творчества написал великолепные стихи, полностью в духе своего большевистского времени. Он остался в истории удмуртской литературы. Его пьесы тоже остались очень интересные. Что случилось потом? Потом случилась трагедия. В марте 1923 года Даниил Майоров вернулся домой, в Верхнюю Игру Граховского района, вместе с женщиной, которая должна была стать его наконец-то женой. И он хотел, видно, взял отпуск или за свой счет он ушел из редакции. Я думаю, что он готовился к большому произведению. Писатель, поэт не писать не может. А человек-поэт уровня Даниила Майорова в особенности. Но ему, видно, нужно было сделать какую-то остановку, тайм-аут жизненный. Но он тут же в Грахове тоже начинает что-то пьесы ставить с молодежью, беседы проводить за новую власть. Его старший брат Гавриил погиб на фронте, у него был сын Тит. В свое время, видно, он обвинен был и сидел в тюрьме. Случилось так, что ведь Даниил Майоров был Майоровым, а Тит тоже принадлежал к роду Майорову. Они были взрывные, характер у них, и вся округа знала. Они могли взорваться, как порох на пустом месте, говорит даже. Вот что-то случилось. И 25 апреля Даниил Майоров был убит. Зарубил его топором племянник Тит. Следствие насчитало 15 ударов. В чулане они, видно, ночью спали. Уже где-то под утро, в самый сладкий сон, Тит зашел и закончил жизнь своего дяди. Случилась трагедия. А в истории страницы вычеркнуть и переписать новые невозможно. Так не стало очень большого, подающего огромные надежды удмуртского поэта-революционера, я бы его так назвал, Даниила Майорова. Рассматривая жизнь и творчество Даниила Майорова в сегодняшнем аспекте, что мы можем сказать? Даже на фоне всех этих истов, имажинистов, культуристов, натуристов, натуралистов, авангардистов всякого рода, сюрреалистов, Даниил Майоров был невероятно авангарден для своего времени, и его авангардность осталась и сегодня. Потому что даже при сегодняшнем прочтении его стихи восхищают именно динамикой, мускулом повествования. Его главный герой не какой-то там безликий сиделец на диване или что-то вот стоящий на обочине человечек, из-под ладони смотрящий на рассвет или закат. Нет, он человек действия. Он в пути, его человек, его главный герой шагает по самой центральной улице своего времени. И это вызывает уважение.